Поздравляю и желаю счастья, мира и добра, чтоб побольше зажигались, словно искорки глаза. С каждым годом концерт «От сердца к сердцу» объединяет все больше не только неравнодушных зрителей, но и артистов. В этот морозный декабрьский вечер дарили присутствующим тепло и настоящий яркий праздник совсем юные местные таланты и те, кто уже давно успел завоевать сердца зрителей. Зал с удовольствием аплодировал талантливым солистам Забиру Бекбулатову, Галие Бжиковой, Дениславу Сафину и другим вокальным исполнителям. Как всегда, неподражаемыми были выступления детских танцевальных коллективов. Никого не оставили равнодушными номера ансамбля «Микролица» и «Миляж», в репертуар которых входят как песни собственных сочинений, так и произведения, ставшие классикой песенного творчества. Значит, будут звезды явиться в темноте январской ночи. Мы были очень рады, когда нас пригласили на данное мероприятие, потому что оно посвящено именно благотворительности, и в данном случае мы всегда за детей и за помощь. Если мы таким образом сможем помочь детям, нуждающимся, почему бы и нет. Мы ансамбль «Аллегро», и мы выступаем в качестве того, чтобы собрать деньги на фонд детям, которые болеют. Чтобы были дети здоровые, чтобы счастья было много, чтобы никто не болел. Для детей, участников концерта, это очень важно, потому что они проявляют свою сознательность, они учатся помогать друг другу. Ну и также, конечно же, если человеку трудно в каком-то положении, и мы оказываем ему этим свою помощь, это очень важно. Вообще-то они нужны реально для народа, во-первых. Во-вторых, все-таки благотворительность, само слово говорит, благо. Люди помогают друг другу, люди делают добро. То есть элементарно какая-то помощь. Такие концерты надо устраивать. Это будет интересно людям. Будет также и самим, кто выступает. Это каждого исполнителя, это будет вклад в это дело. Концерт «От сердца к сердцу» уже третье по счету большое благотворительное мероприятие, проводимое энтузиастами Галией и Одиссеем Бжиковыми. Обычно все вырученные с этих концертов средства идут на лечение больных детей. На этот раз к волонтерам подключились местная общественная организация «Вперед Сибай» и детский игровой центр «Мадагаскар», которые подарили детям, состоящим на учете в Юго-Восточном центре социальной помощи семье и детям, пригласительные на посещение кинотеатра «Атмосфера» и игрового центра. Ну а деньги от продажи билетов пойдут на дорожный сбор для поездки на консультацию Назгуль Валиуллиной, страдающей от иммунной тромбоцитопении. У нас 3 года было постоянно рецидивы, сейчас у нас ремиссия. И 22 декабря мы вылетаем в Москву для определения дальнейшей тактики лечения. Пока 2 года мы на уколах, и больше 2 лет эти уколы нельзя колоть. И врач нам посмотрит на наше состояние, оценит, наши анализы все посмотрит и решит, какие дальше препараты нам надо будет принимать. Потому что наши тромбоциты не падают благодаря только этим уколам. Хотелось бы, воспользовавшись случаем, выразить огромную благодарность всем горожанам, которые помогли нам, не прошли мимо нашей проблемы, выразить огромную благодарность команде, Одиссею и Галие Бжиковым, СТВ и всем, кто помог нам с организацией этого концерта и помогает нам со сборами. Постоянные гости концерта знают, покупая билет, они покупают тем самым жизненно необходимые лекарства для малышей. Каждый номер, подготовленный для концерта, определенно дает дополнительные силы для борьбы всем, кто нуждается в лечении, близким маленьких пациентов и самим ребятам. Это и есть надежда на чудо. Очень даже важно, и это очень даже хорошо, что такие мероприятия проводятся. Это же добро. А добро приносит что? Добро приносит радость, добро приносит богатство, добро приносит покой в душе. А добро надо делать. Да надо, видите, пришли действительно отдохнем, посмотрим, поможем. Побольше таких концертов. Все, кто не смог побывать на концерте, также могут внести свою лепту в поддержку больных детей. В группах в социальных сетях периодически идет сбор денег нуждающимся маленьким сибайцам. Здесь важна каждая копейка, и, возможно, именно ваш вклад спасет кому-то жизнь. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.